Автосервис «Норма», диагностика и ремонт ходовой, замена узлов и агрегатов, сварочные работы, услуги подъемника и пресса, внедорожная подготовка автомобилей для охоты и спорта, пескоструй, очистка по технологии мягкий бластинг. Мы находимся на Сергеляском шоссе, 4-й километр, перед медцентром. Движение дрифта в Якутске началось где-то в 2008 году, начали соревнования первые проводиться. Первые соревнования проходили по объездной трассе, где еще авторынок был раньше. Это было в 2008 году. Потом в Бугуэпе, сейчас проводится на Дуэдическом тракте, там тоже есть площадочка. С тех пор там, в общем, проводятся дрифт-соревнования. Наша команда была создана в 2011 году. Она называется «Заварка Дрифт Тим». Изначально название «Заварка» означает заваренный дифференциал сзади, жесткая блокировка задней оси. Автомобиль этот с начала соревнований с 2008 года постоянный участник, постоянно участвует, ни одно соревнование не пропущено. И на этом автомобиле я набирал опыта в дрифте. То есть дрифт это такой вид спорта, он контактный, да. И кузов попросту устал. Поэтому я решил в этом году поменять кузов полностью. Сейчас на данный момент уже перекинут кузов. Это новый кузов собранный. Осталось мотор поставить. Мотор тоже доработать чуть-чуть надо. В этом году мы планируем с командой выехать в город Владивосток для участия в так называемой серии Drift Street Legal в городе Владивосток. Там хотим принять участие в одном из 4 этапов, во втором этапе, который будет проходить в городе Артем, площадка Змеинка называется, 14 июня. Все это мероприятие поддерживается якутским отделением ДОСААФ. ДОСААФ нам обеспечивает перевозку машины туда и обратно. И там по технической части тоже поддержка большая от ДОСААФа. Причин несколько, да, но основное это, во-первых, все равно развитие дрифта, чтобы как я ранее говорил, я участвую с 2008 года на всех соревнованиях, да. Поскромнее сказать, являюсь фаворитом, да, надо расширяться, и хочу показать, кто начинает, чтобы, что мы тоже что-то можем, да. Просто я сам, как зритель, тоже езжу в Приморье, часто, да, бываю там на соревнованиях. В принципе, уровень, не то чтобы как у нас, да, чуть получше, мы тоже можем что-то показать себя, да. И Якутск, хочу, да, республику, то, что, стереотипы сломать, как говорится, да. А то все думают, что там машины, начинаем спрашивать, разговаривать с людьми, где там вы можете ездить, все думают, что мы тут, грубо говоря, на оленях ездим, дорог нету, да. Такие моменты основные. И для себя, посмотреть, что будет 2 класса Street Legal, класс Pro и класс Light. Класс Pro, там обязательно каркас болтовой, ковш, это сиденье, да, спортивное сиденье обязательно, кнопка, как по-народному сказать, масса, которая будет отключать массу, да, полностью, и пожаротушение система должна быть. И отличие от Pro и Light класса, это в Light классе нет парных заездов, и там каркас не обязательно. А то, что касается наши требования, как в Light классе, Street Legal, у нас каркас не требуется, у нас обязательно это шлем, тоже ремни безопасности, по минимуму. Мы пытаемся тоже придерживаться общероссийских требований, регламента. В дрифте это самое главное, одним из самых главных это является, наверное, выворот колес. Увеличение выворота колес. В стандартной машине где-то там порядка 38 градусов обычно поворачивает руль, да. После доработок где-то градусов 55 мы добиваемся, чтобы колеса выворачивались. Обязательно блокировка задней оси, это там торсены, ЛСД. Но самый жесткий и самый экономичный бюджетный вариант это заварка. Как в данной машине, допустим. А в моей машине все это установлено. Коробка передач механическая, сцепление керамика. А по мотору турбокит стоит большой GT35. Компьютер Power FC настраиваемый.
Кстати, он как бы якутский, даже вот в Приморье, как бы, вот, в Дальневосточном федеральном округе, нет, ну, единицы, кто может вообще настроить такие компьютеры, да. Поэтому мой компьютер был настроен человеком из Новосибирска, онлайн настраивалась машина. Вот наш выезд, да, это как бы в такую, да, едем как бы с ребятами, да, и мы хотели бы не просто съездить поучаствовать, да, а вот именно хотелось бы поехать и выиграть, да. Это очень трудная задача, и одному мне как бы трудно, да, со всем этим справляться. И вот к зрителям у меня, да, просьба, ну, к жителям, там, не знаю, к дизайнерам, да. В общем, эта машина будет полностью перекрашена в белый цвет, и я вот хочу объявить конкурс, да, на винил, на дизайн винила, на этот кузов полностью машины. Предпочтение, как бы, чтобы было оттенки как бы национальные, вот, якутские, да, узоры какие-то там. Кто победит в этом конкурсе, вот его винил, его вот эти зарисовки будут на этой машине. И на этой виниле машина поедет в Владивосток. Сегодня организован заключительный третий этап чемпионата ДОСААФ Республики Саха-Якутия. Значит, и он как бы совмещен с ежегодным проведением чемпионата республики, значит, памяти Милютина Владимира Сергеевича. Значит, участвуют команды города Мирного, значит, две команды из Якутска, СТК «Вираж», СТК «Столица», город Алдан и Нерингри. Значит, приехало как никогда большое количество гонщиков, значит, больше 30 участников. Соревнования, ну, получаются очень интересными, зрелищными, народу прилично присутствует. Скажите, у нас достаточно короткое лето, вот это, получается, есть мотокроссовый сезон, правильно? Да, у нас, к сожалению, короткое лето, но как бы мы вот сейчас его стараемся так разместить, чтобы побольше соревнований было, чтобы побольше тренировок было, чтобы побольше было у мальчишек, значит, времени погонять под присмотром и так далее, значит, вот, заниматься экстремальным управлением мотоцикла. Значит, это достаточно продвинутая тема такая сейчас для нынешней молодежи. Значит, вот мы для этого, значит, ДОСААФ организовала трехэтапный чемпионат республики. Значит, этот календарь, вот первый этап 23 июня прошел в Нерингри, второй этап 29 июня прошел в Алдане, вот третий у нас сейчас заключительный. Но следующие соревнования у нас будут, значит, День шахтера опять же в Алдане, это будет включено все в календарный план. И значит, День города, который мы проводим самый первый, вот уже 8-й раз, самые первые соревнования, День города, они уже будут проходить 8-й раз. Скажите, обязательно для участия в соревнованиях быть воспитанником какого-то определенного клуба? Или это может быть любой желающий? Ну, вообще, я бы так сказал, у нас достаточно жесткие требования к этому. Во-первых, ну, я считаю, что не может быть просто так человек с улицы стать мотокроссменом. Для этого нужно получение каких-то навыков определенных, а какие навыки могут дать? Только могут дать, значит, ветераны, спортсмены, люди, которые конкретно хорошо занимаются, значит, тренерской работой, мотокроссом непосредственно. То есть есть какая-то определенная квалификация в мотоспорте. Сегодня на мотокроссе от вашего клуба сколько участников? Ну, наш клуб 5 человек представил. Просто мы пошли как личный зачет, поэтому то, что мало людей у нас, из-за этого нас как команду нас не приняли, просто приняли как личный зачет. В личном зачете сейчас участвует 5 человек. Мы представляли класс 65, самый маленький это детвора там, с 7 лет до 11. Класс 85 у меня был участник. Класс 125 2 участника у меня было. Класс 250 участников у меня был. И 450 у меня тоже участников. Скажите, самый ранний возраст, когда можно, допустим, ребенку заняться мотокроссом? Ну, я с 7 лет. С 7 лет все разрешено, можно ездить спокойно, смело. Ну, мы желаем вашему клубу успехов. Спасибо большое. Спасибо. Впечатление, ну, как обычно, все прикольно, соперники очень сильные вообще, мирнинская команда. Ну, а так нормально, тяжеловато, но прикольно. Ты уже занимаешься, получается, больше 15 лет, да? Да, где-то так, уже больше 15. Ага. Антон, скажи, я думаю, что ты знаешь вот эту трассу как свои 5 пальцев, да? Это у нас единственная мотокроссовая трасса в Якутске. Скажи, вот, может, у тебя есть какие-то здесь любимые места или какие-то вот, ну, вот именно вот какие-то участки трассы, какие мог бы отметить?
Ну, участки. Ну, вот мне нравится вот этот подъем, допустим, со старта первый подъем. Очень такой это... Спасибо. Очень такой, ну, такой прикольный, опасный подъем. Спасибо, девчонки. Но... Да и вообще вся трасса нравится, скоростная такая. Ну. Ребят, представьтесь. Мы мотогонщики. Мотогонщики, понятно, а имена? Меня зовут Жданов Яша. Самсонов Николай. Данил Трофимов. Ребят, расскажите свои впечатления от такого замечательного вида спорта, как мотокросс. Ну, вообще, мне нравится мотокросс, потому что это экстремальный вид спорта. Мне нравится гонять. Сколько тебе лет? 10. 10. А как прошла трасса? Как провел соревнования? Ну, хорошо. Что понравилось? Ну, мне понравилась трасса и как остальные все гоняют. Коль, скажи, ты сколько занимаешься уже мотокроссом? 2-й год. Вчера я занял 1-е место в классе 85. Полина, скажи, что ты делаешь сегодня на соревнованиях? Ну, как смотрю, как ездят 2 класса, я вчера ездила. Ты вчера принимал участие? Да, В каком классе? 50 кубических сантиметров. Скажи, сколько тебе лет? Мне 10. 10 лет. А сколько ты уже занимаешься мотокроссом? Меньше полгода. Меньше полугода. Как вчера выступила? Нормально, на 2-е место. Ты соревновалась с ребятами и заняла 2-е место. Да. Слушай, ну мы тебя поздравляем. Скажи, есть какие-то сложности, может быть, с которыми ты столкнулась во время обучения мотокроссу? Да нет. Но у нас в Нерюнгре там есть камни, вот. Это одна сложность. То, что можно пораниться, когда упасть. То есть, в принципе, трасса здесь, она более безопасная? Да-да. Хорошо. Ты занимаешься в Нерюнгре, а там много девочек занимается мотокроссом? Нет. Ты единственная? Да. Замечательно. Что ты можешь пожелать девчонкам, которые, может быть, хотят начать заниматься мотокроссом? Твои пожелания? Я думаю, ну, то, что пусть занимаются, им, наверное, понравится. Ты занимаешься мотокроссом? Да? Сколько тебе лет? 6. 6. Как давно ты занимаешься? Когда начал заниматься мотокроссом? С 4 лет. С 4 лет? Слушай, а на каком мотоцикле ты ездишь? На 8. На мотоцикле номер 8. Объем двигателя какой? Ну, 50 кубических метров. Сантиметров. Молодец. Ну, что ты хочешь достичь в мотокроссе? Да, хочу первые места занимать. Ну, мы тебе желаем успехов, удачи. Давай, пожму тебе руку. Молодец.